И снова здравствуйте, дорогие друзья. Умухаз Дустар. Снова канал «Аспекты Башкортостан» в прямом эфире. И сегодня первая наша встреча в наступившем 2026 году. За окном 5 января 2026 года. В Башкортостане сейчас 10 часов утра и 1 минута. День недели понедельник. Продолжаются длительные новогодние каникулы на территории Российской Федерации и в Башкортостане в частности. Но в мире уже бурлят и кипят события. Поэтому сегодняшнюю нашу встречу, наверное, целиком или почти целиком мы посвятим все-таки таким глобальным, знаете ли, вещам, рассуждениям о каких-то всеобъемлющих процессах. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей встрече в чате нашей YouTube-трансляции. Сегодня только в YouTube, и технически сегодня чуть-чуть я ограничен, однако у нас кое-что, скажем так, заготовлено для вас в качестве сюрприза. У нас появятся новые лица сегодня в ходе встречи, пусть и в формате не прямого разговора, а видеозаписи, но это будет репортаж с места. Впрочем, обо всем по порядку. Я лишь хочу убедиться, что все у нас работает. И у нас есть звук, картинка точно есть, и звук есть. И это значит, что все нормально. Сразу же хочу отметить, что ждем ваших лайков, не только вопросов, комментариев и каких-то реплик. Вот. В общем, все как обычно в этом смысле. Единственное, что необычно, это формат нашего выхода в выходные дни. Ну, знаете ли, ждать там до 10 или какого января нет никакого резона. Все-таки в медиасреде важно подавать запрашиваемую, скажем так, информацию, контент в тот момент, когда ее хотят услышать, эту самую информацию. Уж, как говорят в народе, ложка дорога к обеду. Итак, первые наши зрители уже на месте, а один из наших зрителей, это не просто зритель, это один из наших героев сегодня, Искандер Махмудов, специальный корреспондент «Аспектов» из Нью-Йорка, наш дорогой соотечественник, земляк, уфимец, журналист, предложил свою помощь, и эта помощь, мне кажется, всем понравится, в том смысле, что мы посмотрим на родные лица, на родное лицо с улиц крупнейшего американского города. Города, который до сих пор, в принципе, остается центром мировой деловой активности. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте я для начала прочту сводку, которая сформировалась к концу воскресенья. Вот. Ну, а дальше мы, соответственно, будем уже в подробностях все это дело обсуждать и комментировать. Итак, по итогам 4 января 2026 года можно сказать следующее. Управление Венесуэлой со стороны США, по данным Bloomberg, возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио. Детали того, как оно будет осуществляться, не приводятся. Wall Street Journal пишет, что команда Трампа по национальной безопасности, в которую входит и Рубио, работает над структурой управления Венесуэлой. В результате нападения США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника. Всего в операции были задействованы более 150 военных самолетов, в том числе истребители и бомбардировщики. Вот те и СВО. Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог кабельного моста в Берлине. Как пишет издание «Берлинер Моргенпост», соответствующее письмо получила берлинская полиция. В итоге началась проверка подлинности этого документа. Всего в результате пожара без света осталось более 45 тысяч квартир. Причем вот здесь вот неподалеку, буквально в той же самой юго-западной части города. В Киеве в результате взрыва автомобиля получил ранение военнослужащий ВСУ. Об этом сообщила городская прокуратура. По ее данным, взрывное устройство сработало, когда хозяин машины открывал багажник. Ведомство квалифицировало произошедшее как теракт. Власти Ирана ограничили доступ к интернету из-за массовых протестов. По данным компании Cloudflare, специализирующейся на кибербезопасности и интернет-инфраструктуре,
В субботу 3 января интернет-трафик в Иране снизился в среднем на 35% по сравнению с предыдущими днями. Власти страны ограничения при этом не комментировали и не объясняли. Британия и Франция нанесли совместный удар по подземным объектам группировки «Исламское государство» в горах неподалеку от сирийского города Пальмира. Речь идет о тоннелях, в которых боевики «Исламского государства» хранили оружие и взрывчатку, заявило Министерство обороны Великобритании. Да что ж такое? Северная Корея провела первые в 2026 году испытания баллистических ракет, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. Несколько ракет были запущены в сторону Японского моря и пролетели около 900 километров. Вот такую подборку мы с вами имеем за вчерашний день. И, в общем-то, в подборке, конечно же, ключевыми новостями являются понятно какие. Это так называемая военная или специальная военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле. Вот. И мы перейдем к этой теме, опять-таки, как я и говорю, очень скоро. Я все жду, когда у нас соберется более или менее кворум наших зрителей, наших дорогих друзей. Я это обычно вижу по количеству и по вашим комментариям в чате. Ну а пока скажу, что погода в родном Башкортостане, как и во многих других соседних регионах Поволжья, преподнесла, если не сюрпризы, то вполне себе такую ярко выраженную зимнюю погоду. Случились низкие температуры, серьезная метель. Это в итоге вылилось в сложную дорожную ситуацию, в перекрытие некоторых участков, в попадание некоторых людей в снежный плен. Вот. И однако же вот сегодня к утру, как сообщает тот же Башинформ, вроде бы на территории республики непосредственно перекрытия все отменены. Значит, ситуация более или менее выравнивается. Но ветер и снег вроде бы пока сохраняются. Поэтому я призываю, во-первых, об этом сообщать наших зрителей, кто смотрит из республики. Может быть, присылать какие-то фото-видеоматериалы. Почему нет? В бот обратной связи в телеграм-канале, пожалуйста, это очень удобно и быстро делать. Вот. Ну и быть осторожными, если вдруг это вас в той или иной степени может коснуться. Ну а в чате с нами здесь Наталья, доброго утра желает, Римма. И с Новым годом также желают наши зрители и друзья. Вадим Беляков, Яно Елменен пишет. Всем землякам привет, пишет Клара Целкина. Желаю всем нам в новом году окончания всего этого кошмара. Пусть все, кто оказался на чужбине, смогут вернуться на родину, но уже здоровую. Ну, прекрасные слова, что я могу сказать. Единственное, я, наверное, не могу быть столь оптимистичным, потому что даже если произойдут важнейшие изменения, мне кажется, говорить про здоровую родину так быстро не получится. Но, почему бы и нет? Почему бы не поверить в это? Лично мне желает Клара Целкина всех благ. Низкий вам поклон и спасибо. Вот, я думаю, что не будет лишним распространить эти пожелания для всей нашей, пусть и не огромной, но вполне себе достойной аудитории. Ну и о важнейшем. Ведомости пишут. Надеюсь, на примере Венесуэлы отработают модель контроля и управления взбесившихся бензоколонок. Эта практика поможет контролировать Северную Евразию, когда все закончится и завертится по полной. Ну что ж, друзья, действительно, с одной стороны, это событие в Венесуэле было ожидаемым. Ну, то есть слова представителя американской администрации Трампа лично вроде как намекали на то, что ситуация может развиться таким образом. Но однако, зная, что слова и дела этих людей не всегда соответствуют друг другу, в общем-то, как-то мы отнеслись к этому немножечко скептически. Ну, болтает и болтает, ну, мало ли что уже за минувший год Дональд Трамп наговорил. И вот, пожалуйста, действительно ими проведена, ну, если говорить в сухом остатке, блистательная спецоперация. За счет того, что она была скоротечной, быстрой и достигла успеха в считанные, даже не часы, а минуты, как некоторые говорят. Она действительно была не в пример некоторым другим специальным военным операциям блистательной. С точки зрения того, что свергнут диктатор и повержен один из мировых
кровавых режимов, один из режимов изгоев, коими любит кичиться и с коими любит дружить Кремль, то это, конечно, тоже позитивная новость. Если говорить про радость миллионов буквально венесуэльцев, их родственников и друзей, которые смогут воссоединиться с семьями, вернуться на родину, начать новую жизнь, там, работу и так далее, это все, конечно, позитивные сигналы. Но в этой истории, конечно, есть спорный, скажем так, момент, то, каким способом эта проблема решена. Вот. Кто-то скажет, ну, если добро побеждает зло в нынешнем мире, то это уже не важно как. И я тоже как бы эмоционально не могу с этим поспорить. Действительно, в данной истории гораздо больше позитива, ну, по крайней мере, на первый взгляд, вот на данный момент, исходя из того, что мы имеем на практике. Но, а если вот эта сила, сегодня Трамп, завтра другой какой-нибудь американский президент, будет решать вопросы не только в пользу добра, предположим, да? Вот. А если учесть тот момент, что такая развязка этой истории, опять же, придает уверенности, еще больше развязывает руки другим кровавым диктаторам в мире, которые считают, что они вправе силой решать разные вопросы. Кремлю, понятное дело, такого рода оправдания их действий уже и так были не нужны. Они давно уже в Кремле у нас сами для себя решили, что раз они думают, что у них есть сила, то они могут что-то решать. Но тут у них появляется дополнительный, знаете ли, железобетонный аргумент. Смотрите, когда интересам Соединенных Штатов Америки стало что-то угрожать, когда, по крайней мере, они так для себя это решили, они пошли и эту проблему сняли. Сняли это совершенно с точки зрения международного права нелегитимным способом. То есть захватили пусть и спорного или даже незаконного лидера страны, они его взяли как наркобарона, да, как обычного криминального преступника, что вроде бы не соответствует и международным нормам, и традициям международных отношений, которые установились за последние несколько десятилетий, как минимум. Вот. Это все, конечно же, еще раз аргументы и дополнительные козыри в обойму Путина и его приспешников, по крайней мере, с точки зрения риторики. Дополнительная грань этой истории – это, конечно же, беспокойство для обитателей Кремля и других, знаете ли, мест, чаще всего, наверное, подземных, вроде бункеров. Беспокойство в том смысле, что еще один их союзник, да, конечно же, колосс на глиняных ногах или свадебный генерал, если хотите, но так или иначе исчез. То есть по миру не так много точек, с которыми Путин братался в последние годы и всячески заявлял о всемирной поддержке. И одним таким другом, прости Господи, стало меньше, что не может не радовать. Также не может не радовать, конечно, тот стыд, который хотелось бы, чтобы испытывали наши пропагандисты, которые еще вчера, позавчера громко заявляли о том, какие мы друзья навеки и насколько Венесуэла ныне мощная страна, режим венесуэльский насколько мощный, потому что он, видите ли, снабжен до ушей оружием российского производства, всякими системами ПВО, там вроде С-300, самолетами и другими средствами. И поэтому никакие внешние агрессоры, дескать, Венесуэлу и пальцем тронуть не смогут. Все это оказалось пшиком, как мы видим, и все это разрушилось буквально на глазах. Таким образом, как мы уже за несколько минут с вами услышали буквально из моей передачи, да, хотя, наверное, я еще далеко не все нюансы здесь озвучил, вопрос очень многогранный. Так или иначе, это событие, которое было нами более желаемо, чем нежелаемо, скажу я вот так витиевато и мягко. Разумеется, мы, люди, имеющие отношение к России, к той территории, которая ныне именуется Россией, мы ждем падения такого рода людоедских, неадекватных, совершенно не соответствующих времени режимов. Мы удивляемся вообще тому, как можно такого рода режимы
не только поддерживать, но и даже оправдывать. У нас много таких соотечественников, да, которые считают, что те, кто с нами, с Кремлем дружен, и те, кто критикуют Соединенные Штаты, они по определению молодцы, при этом не имея понимания, на самом деле, что там внутри происходит и вообще как это сформировалось. В общем, я думаю, нашей аудитории, конечно, детали в этом смысле не очень важны, почему мы радуемся такой развязке. Но хочется сказать словами Алексея Венедиктова, будем наблюдать, потому что действительно, как американцы это выкрутят. Понятно, что они там не будут захватывать новые территории, присоединять новые штаты к своему государству, но уйдут ли они цивилизованно, оставив там вопрос выборов, скажем так, честных выборов населению Венесуэлы. Вот. Там еще какие-то нюансы с нефтью есть. Я думаю, что пропаганда наша уже взахлеб рассказывает, что злые американцы туда пришли только ради бабок. И, к сожалению, из слов Трампа можно сделать такие выводы. Он буквально подбрасывает дровишки в котел таких рассуждений. И все те, кто оправдывают Кремль, я думаю, что уже и вам в личных разговорах говорят, что ни о каком свержении диктатора речь не идет. Речь идет всего лишь о банальном захвате денежных ресурсов. Думаю, что среди аргументов Соединенных Штатов были такие соображения. Вот. Но, конечно, нас это не в первую очередь, опять же, волнует. Хотя, как я уже сказал выше, волнует, потому что мы все-таки рассчитываем на то, что данный конкретный кейс будет развиваться в цивилизованном русле, и в обозримом будущем венесуэльцы проведут открытые свободные выборы, а американская временная администрация, кто бы ее ни представлял, оттуда уйдет, оставив, как минимум, дружелюбный режим, не хочу слово режим говорить, дружелюбную систему власти в этой стране. Вот. Ну и, соответственно, обещанное. Давайте посмотрим два коротеньких, но очень, по-моему, атмосферных видеоролика, два репортажа, если хотите. Хотя можно их по смыслу объединить в один. Дело в том, что Николас Мадуро, тот самый одиозный лидер Венесуэлы, был не только задержан, арестован американскими службами, но и вывезен для дальнейшего разбирательства в США, а именно в Нью-Йорк. Поскольку Искандер, наш дорогой, живет в Нью-Йорке, он побывал по двум адресам, которые, судя по всему, будут актуальными, скажем так, в дальнейшем развитии истории вокруг судьбы Николаса Мадуро. Смотрим два ролика, буквально один за другим, и комментируем происходящее. Я пока почитаю, что вы пишете. Добрый день, меня зовут Искандер Махмудов. Мы с вами находимся в Нью-Йорке, на Манхэттене. Позади меня 27-этажное здание по адресу 500 Перл-стрит. Улица, которая была названа еще голландцами, когда этот город назывался Новый Амстердам, была известна большим количеством лавок, где продавали устрицы. Сейчас здесь находится окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Суд состоит из 44 залов судебных заседаний. И здесь рассматривали в самые разные времена, за последние 30 лет, большое количество таких высокопопулярных или известных кейсов. Например, лет 10 тому назад здесь судили президента Гватемалы. Буквально в позапрошлом году здесь осудили бывшего президента Гондураса. Здесь также был приговорен к своему тюремному сроку Виктор Бут, российский гражданин, которого обвиняли в торговле оружием. Добрый день, меня зовут Искандер Махмудов. Специально для аспектов Башкортостана я приехал в Бруклин, в один из центров под управлением Федерального бюро тюрем США. Именно... Так, дорогие друзья, я прошу извинить, второй ролик, к сожалению, технически почему-то идет очень сложно. Так, я еще раз, конечно, попробую сейчас его запустить.
Но, да, вот тут пишет моя система, что кодировка перегружена. В общем, не тянет железо, когда я это делаю в одиночку. Никакие дополнительные эти самые, скажем так, ресурсы затрагивать нельзя. Но я еще раз попробую. Вторая часть, она на самом деле интереснее и важнее. Добрый день, меня зовут Искандер Махмудов. Специально для аспектов Башкортостана я приехал в Бруклин, в один из центров под управлением Федерального бюро тюрем США. Именно в здании позади меня находится сейчас президент Венесуэлы Николас Мадуро. Несмотря на то, что он прибыл уже больше суток тому. Так, друзья, я прошу извинить перед Искандером отдельно, прошу прощения, но ничего не могу поделать. У меня пишет, что ЦПУ загружен на там немыслимые цифры, и все, компьютер не тянет. Пришло его время обновлять. Вот трансляция в чистом виде, она идет без проблем, когда я ее сам обеспечиваю, но что-то, если сверху дополнительно набрасывать, вроде картинки, то именно по процессору не вывозит. Соответственно, я выложу эти все оба ролика, видимо, создав один на наш YouTube-канал, и призову вас смотреть. Ну, в общем, вот они. Там тюрьма, собственно, и суд. Окружной суд Нью-Йорка. Вот. И в этих местах уже наблюдаются зеваки, как минимум, флаги с элементами венесуэльского, скажем так, флага. Вот. И я думаю, что будут там и митинги, и все на свете. Вот. Соответственно, преимущественно, скорее всего, конечно, митинги будут не в пользу Мадуро, скажем так, да, а в пользу того, чтобы данного товарища всячески осудить. Не то чтобы как-то приговорить к каким-то ужасным срокам или смерти. Я вот, например, не сторонник такой жестокости. И уж тем более не сторонник расправы на улицах городов, как бывало с некоторыми диктаторами. Вот. А за такой справедливый, знаете ли, суд. И хотелось бы, чтобы международные инстанции, может быть, как-то к этому подключились, насколько это возможно. Та же самая ООН, которая также базируется в Нью-Йорке, как-нибудь могла бы, наверное, в этом поучаствовать, перехватить, что ли, если хотите, на себя эту функцию. Хотя, зная, кто является постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, тут тоже есть определенные сомнения. В общем, с мировым правопорядком, с нормами международного права, сами знаете, есть большие проблемы. И, в общем-то, тут надо признать не только то, что эти нормы жесточайшим образом были попраны Кремлем прежде всего, да, это все понятно, мы с вами это прекрасно знаем, но не только Кремлем все-таки. Вот американская администрация, по крайней мере нынешняя, в прошлом своем, значит, заходе с 16 по 20 год начинала это делать, и в нынешнем заходе администрация Трампа вновь также, в общем-то, продолжает политику по, ну, если не ликвидации, то расшатыванию этих самых и так уже расшатанных принципов международного права. Говорят, что на Путина ошеломляющее впечатление произвели кадры убийства диктатора Каддафи. Примерял на себя, наверное. Теперь пускай смотрит на кадры с Мадуро в клетке и думает о своих перспективах. Пускай, что уж тут скажешь. Хотя мы должны понимать прекрасно, что такие перспективы все-таки гораздо менее реалистичны, все-таки, если сравнивать. Хотя не будем заранее, как говорится, посыпать голову пеплом, все-таки будем рассчитывать, что мало ли. Сюрпризы могут быть разные. Опять же, для сил добра, скажем так, в мире, наверное, это важный сигнал. Смотрите, не только зло может вершить судьбы, не оглядываясь никуда направо и налево.
хотелось бы, чтобы добро вершило судьбы все-таки с учетом устоявшихся норм и правил. Но опять же, мы только что с вами говорили о том, что эти устоявшиеся нормы и правила ликвидированы, неважно уже кем. Соответственно, что добру делать? Продолжать помалкивать в тряпочку и не защищаться? Тут, короче говоря, вот я не знаю, ну уж простите за тавтологию, всякий раз об этом говорю, у любого вопроса всегда столько граней, а у этой истории ну просто-напросто их десяток, я не знаю, другой. Вот. И даже не скажешь, что здесь главное. Хочется сказать, что главное – это свержение диктатора. И главное, что свержен диктатор, представляющий силы зла. Силы зла только потому, или уже хотя бы потому, что это узурпатор. Это, по крайней мере, для меня так. Даже если бы он в Венесуэле не творил бы бесчинства, о которых широко известно, если бы там не было политических преследований, предположим, даже если бы там все было хорошо, для меня любой узурпатор, который нарушает основы честных выборов, это уже зло. По определению, даже если все население там абсолютно счастливо. Хочу это, кстати, отдельно подчеркнуть, потому что часто у тех, кто вступает в дискуссии в соцсетях или еще где-то, есть аргумент, что вот, видите ли, при некоторых лидерах, там, жители некоторых стран жили счастливо. Ливию вспоминают, там, как все бесплатно было. Ну и самих себя, конечно, любимых тоже вспоминают, что у них в России все неплохо. Я считаю, что это не аргумент, это, ну, в смысле, для меня не аргумент, разумеется. Потому что, когда отдельные люди по каким-то причинам в условиях диктаторских режимов живут хорошо, это не значит, что режим хороший. Так вот, Мадуро в любом случае в этом смысле заслуженно имеет статус диктатора, и заслуженно, конечно же, он ушел. Вот. Но, вот те «но», которые я выше озвучивал, повторять не буду. Мы должны как бы их помнить, иметь в виду. И тем самым в очередной раз мы должны подтвердить сами себе, что люди, которые настроены на либеральную, скажем так, точку зрения, на либеральное мировоззрение, вынуждены, к сожалению, сами себе жизнь усложнять вот такими многогранными оценками. Согласитесь, вот пропагандистам сейчас немножечко, пару дней там придется, конечно, голову поломать, а потом для них все станет понятно. Вот куда методичку пришлют, значит, метать свой фарш, туда и будут они его метать. И там не будет никаких полутонов. Все очень просто. В мире лжи и пропаганды все, как правило, просто. Легко переобуться, легко назвать черное белым, и там не будет никаких полутонов. А нам приходится вот такие вот, знаете ли, всякие разные грани разных вопросов изучать. Выросли мировые продажи спорткостюмов Nike, как у Мадуро. Американская компания, видать, рада. Кстати, Мадуро, ну, как это обычно бывает у такого рода лицемеров, они могут орать направо и налево, какие американцы и все американское плохие, но при этом пользоваться. Вспоминаем наших деятелей политики, которые могут сегодня говорить о том, какой ужасный iPhone, а завтра появиться в кадре с последней моделью того же самого айфона. Мадуро когда-то поддержал вторжение России в Украину. Бумеранг никто не отменял. Прекрасное замечание от Алмаса. Я думаю, что для нас с вами и не секрет. Разумеется, он это поддержал. Мы даже об этом не говорим. Но как бы это же сподручный Кремля. Один из, как мы уже выяснили, кровавых диктаторов, которых не так много, но они есть по миру, который всячески поддакивал всем начинаниям наших сумасшедших руководителей. Так, в общем, такая история, дорогие друзья. Понятно, будем к ней возвращаться раз за разом. Для нас это важнейшее наблюдение на данный час. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и другую деталь последних дней, которая начиналась еще перед Новым годом. Помните, да, так называемую атаку ВСУ по резиденции Путина. Тут тоже есть несколько граней. Во-первых, важное замечание: всем пофигу, судя по всему, даже внутри страны, даже Z-патриоты как-то не особо вдохновились данной информационной
значит, атакой, я называю это именно информационной атакой Кремля, а не вооруженной атакой ВСУ. Очевидно, что это была ложь пропагандистская для того, чтобы произвести нужное впечатление на Трампа и оправдать, соответственно, прекращение переговоров со стороны Кремля. Вот. И тут же есть новая грань. На фоне того, как американцы скинули Мадуру, атаки ВСУ на Валдай, даже если они были, уже не выглядят столь дикими, скажем так. Кремль что хотел сказать Трампу? Смотрите, они не соблюдают правила приличия, традиции, там, международные законы, если хотите. Они нападают, лично хотят напасть на руководителя страны, пусть и воюющей. Это не по-пацански, хотели они сказать: дорогой Трамп, смотри, значит, они такие нехорошие ребята. А Трамп такой говорит: боже мой, отвалите, как бы у меня тут, в общем-то, такие же дела, я их также решаю. Это сейчас безоценочно, опять же, относительно того, кто какого парня убирал, хорошего или не очень хорошего. Ну и, впрочем, дальше. Трамп, судя по всему, вот из последних совсем сообщений журналистам заявил, что не верит он в информацию об атаке ВСУ на Путина лично, попытки это сделать. И правильно делает, надо сказать. Так. Дальше вопрос от Альберта. Руслан, ну а вы согласны, что США после такой операции реально является великой страной, как ни крути? Россия не такая. В России огромное количество великих и величайших людей, а сама страна нет. Ну, если отбросить опять же шелуху, то да. Хотя я не склонен все-таки стремиться к величию. Это вообще неправильно. США по факту таковой страной стали. Вот, они ею являются и продолжают быть, к счастью. К счастью, как бы есть в этом смысле, пусть и противоречивая, но все-таки более мощная сила, чем та, что сейчас есть в руках у обитателей Кремля. Вот, как-то так отвечу, хотя это, наверное, ответ неполный. Так, а диктатор КНДР не заслужил такое, Софья пишет. Ну, так он заслужил еще большей степени. Но, видите, по КНР они не рискуют. Все-таки страны с обладанием большего оружия, в том числе ядерного, являются менее, точнее, более защищенными. Вот. Плюс, наверное, как-то играет роль географическая близость. Как-то вот все эти латиноамериканские страны, они американцам исторически были более важными и значимыми. С другой стороны, всегда есть исключения. Куба под боком у американской Флориды, ну, знаете ли, и много-много лет мозолит глаза, но ничего не делается. Может быть, потому что не получается. Есть нюансы. Так, сегодня Мадуро, завтра Путин, может быть. Никто не застрахован, пишет Алмаз. Да это бог. Могут же США, когда хотят, пишет Софья. Ну, это чуть ли не то, что я первым делом сам про себя произнес, когда узнал эту новость. Действительно, если не рассуждать обо всем о том, о чем я тут рассуждаю уже полчаса, в принципе, в сухом остатке, это прекрасная новость. В принципе, но я уже все эти «но» озвучил неоднократно. Несколько еще важных, буквально 2-3 сообщения, дорогие друзья. Наши подписчики в соцсетях не могли не обратить внимания, я надеюсь, на короткий видеоролик, который мы опубликовали в самом начале наступившего года, о том, что из 8 тысяч практически погибших на войне с Украиной башкортостанцев, минимум 4 тысячи погибли только за минувший 2025 год. Еще раз. Понятно, данные неполные, там мы их с миру по нитке собираем и так далее, но так или иначе, там около 8 тысяч у нас есть. И вот считаем, 22, 23, 24 годы это около 4 тысяч, и только за один 25 год это еще 4 тысячи погибших. Это вот просто для понимания того, насколько трагична ситуация с точки зрения людей на этой самой войне.
То есть были широкомасштабные операции в первый год, там, помните, наступление, потом отступление, все вот это было, потом вот эти бахмуты какие-то брали там, вагнеровцы и прочее. Все это оказалось цветочками по сравнению с тем вялотекущим, но страшным процессом, который шел весь последний год, когда захватывали вот эти новые деревни, деревню за деревней, и каждый раз, судя по всему, эти захваты заканчивались очень серьезными человеческими потерями, смертями, о которых, конечно же, никто не говорит, ну, практически кроме нас, если говорить про Башкортостан. Вот. На этом фоне у нас вновь выросли выплаты, совсем как бы потихо это все произошло, но Хабиров подписал указ о том, что с 1 января у нас вновь республиканская выплата повышается до 1 000 000 рублей. Помните, мы снижали ее в Башкирии до 500 тысяч и пытались понять, почему это произошло. Как мы понимаем, это произошло исключительно из-за нехватки денег. Соответственно, деньги нашли, видимо, начинается новый бюджетный период. И вот, пожалуйста, возвращают эту выплату. Так, какие-то у нас перебои опять с трансляцией. Какая печаль. Хотя вроде формально все в порядке. Ну, слышно. Так. Светлана пишет, боевая миссия бортов стратегической авиации отменена. Отбой по областям. При этом враг несколько раз поднимал в воздух МиГ-31К. Причины уточняем. Это цитата чья-то или что это? У КНДР защитник мощный. Китай, пишет Стобавовна. Опять же, да. Китай причем защищает КНДР не потому, что так любит КНДР и его режим, а потому что под боком, ну и как бы свои. Свои негодяи, но свои. Вот, есть такое дело, конечно. Ну и из других новостей, вот то, о чем писали буквально в эти дни, наши с вами замечательные землячки Ольги Комлевой вынесли выговор. Я напомню, что Комлеву недавно этапировали уже в колонию, и вот начинаются проблемы. Проблемы, о которых, кстати, прогнозировала и писала в посте Лилия Чанышева, что администрация там так себе, скажем так, и могут быть сложности. Так вот, в колонии номер 28 в Пермском крае спустя 10 дней после этапирования вынесли выговор, получается, да? 30 декабря еще об этом сообщил ее муж. По его словам, администрация учреждения усомнилась в том, что потеря голоса у Комлевой носит психологический характер. Об этом мы уже говорили, это еще в ходе судебных заседаний последних стало выясняться. И вот, видимо, эта история, к сожалению, имеет продолжение, вот, но администрация ведет себя по-скотски и относится к этой информации с недоверием. Так, вот, например, тут пишут коллеги, да, из американского замечательного издания. Бывшая политзаключенная Лилия Чанышева отметила, что в пенитенциарной практике 2 выговора часто становятся основанием для помещения заключенного в ШИЗО, штрафной изолятор. Это, к сожалению, очень распространено. Ольга Комлева, я напоминаю, приговорена первым судом первой инстанции 29 июля прошлого года к 12 годам колонии общего режима по так называемым террористическим экстремистским статьям. Ну что ж, Ольге Комлевой пожелаем сил, выдержки и здоровья. Вот. Также скажем, что для нас, для зрителей аспектов, для жителей Башкортостана, для тех, для кого Башкортостан не является пустым звуком, важны очень многие люди, находящиеся в заключении. Вспомним героев Баймака. Сейчас, я думаю, в ближайшее время мы будем получать новости о том, как развивается завершающий судебный процесс над так называемыми организаторами в Оренбурге. Вот, мы помним, что
Более 60 мужчин и женщин уже осуждены как участники событий, которых, как мы помним, не было, если вспоминать слова пресс-секретаря путинского. Помним других наших политзаключенных, которые отбывают более длительные сроки. Еще раньше начали отбывать, скажем, еще до войны. Вот. И как-то постараемся держаться для того, чтобы и этих людей дождаться, и для самих себя получить, может быть, какие-то радостные вести. А события в мире все-таки происходят, как мы сегодня с вами выяснили. И есть шанс, что может быть, мы доживем тоже до каких-то изменений. Свободу Ольги Комлевой, пишет Искандер Махмудов. Не могу не сказать, что это коротко и ясно. В общем, да, свободу и еще раз свободу Ольге Комлевой и всем остальным политзаключенным. Друзья, я еще раз дико извиняюсь за сложности, которые сегодня были, все-таки продолжают быть в качестве трансляции. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы все-таки удастся технически обновиться, и чтобы таких случаев не было. Но надо сказать, когда я с помощником вещаю, тогда таких проблем нет. Могут быть там другие, но этих проблем с зависанием, как правило, нет. Это уже не интернет. И еще раз спасибо Искандеру за видео. Второе, правда, мы посмотреть толком не смогли, но оно обязательно появится в ближайшее время в нашем канале. Публикуем. Спасибо всем, дорогие друзья. И хорошего всем дня, дорогим нашим жителям Башкирии, удачного завершения выходных. Постарайтесь набраться сил, прежде всего моральных, за оставшиеся дни. На вопрос, коснулась ли меня проблема со светом в Берлине, я выше говорил, нет, не коснулась. Я, в общем-то, как обычно, ничего об этом не знал до сегодняшнего утра, потому что новостями местными, к сожалению, не очень интересуюсь. Но, узнав, обрадовался, что, к счастью, нас сия проблема обошла, иначе, я не представляю, в эфир бы точно не вышли. Да и в принципе, как детям в школу пора уже, рабочая неделя полноценная наступила еще до выходных, а тут уже прям совсем каникулы закончились. Ладно, это отдельная история. Еще раз спасибо и всем пока.